кумадир, дай-ка мне такой план совпомнения, такой план совпомнения, точь-мочь, кумадир, вспомни мне, вишке кума, кумадир. Здравствуйте, дорогие ребята! Шумбратада, кельгама ялгат. На прошлом уроке мы познакомились с увлекательной темой «Дары леса». На сегодняшнем занятии мы будем изучать не менее увлекательную тему. Мы сегодня узнаем с вами много новых слов и выражений на макшанском языке. А с какой темой мы познакомимся, нам подскажет наш сказочный герой Куйгараш. Ой, как здорово! Нас ждет много интересного. Давайте поскорее начнем. Друзья, послушаем стихотворение, которое я подготовил, и угадаем, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Удивляется народ, что за чудо-огород. Здесь редис есть и салат, лук, петрушка и шпинат. Сад фруктовый – это рай. Объедение, ух ты, тут что хочешь выбирай. Ягоды и фрукты. Правильно, ребята, мы сегодня будем говорить о фруктах и овощах, растущих в садах и огородах. Овощи очень полезны, а фрукты содержат витамины, необходимые для роста и развития. Друзья, тема нашего сегодняшнего занятия – садца и переса в саду и огороде. Ребята, в древние времена обычная огородная грядка с успехом заменяла аптеку. Древнегреческие врачи назначали своим пациентам редьку и огурцы для улучшения пищеварения и зрения. В те времена делали лекарства из лука и петрушки. Использовали целебные свойства моркови. Капуста считалась лекарством от многих недугов. Ребята, а как слово «огород» будет звучать на макшанском языке? Друзья, на макшанском языке огород – это пере или имыш-пере. Ребята, а как одним словом можно назвать лук, чеснок, картофель? Правильно, мои дорогие, это овощи. Ребята, на огороде растут овощи, источник витаминов и микроэлементов. Они укрепляют иммунную систему, которая помогает нашему организму бороться с болезнями. Куйгараш, а как будут называться овощи на макшанском языке? Друзья, овощи на макшанском языке называются перень-сёрот. Свекла и репа, капуста и картофель, перец и баклажан, редис и редька, тыква и кабачок, лук и чеснок – все это овощи, друзья. Свекла по-макшански – якстеряпс. Как дикое, так и культурное растение знакомо людям с далеких времен. Это растение с толстыми корнями, которые богаты органическими веществами. Без следующей огородной культуры сложно представить наш рацион. В народе его прозвали вторым хлебом. Речь идет о картофеле, по-макшански модамарь. Вы, конечно, знаете, как выглядит картофелина. Она бывает не очень крупной и покрытой кожурой коричневого и розового цвета. Морковь по-макшански – пуркя. Это огородное растение, корнеплод с оранжевым, сладковатым, утолщенным корнем. В жизни мы нередко говорим «держи хвост морковкой», что означает «не робей». Следующий овощ, пожалуй, наименее питательный. В нем много воды, мало белков и витаминов, однако служит источником минеральных веществ. Как вы уже догадались, друзья, мы говорим об огурце, по-макшански куяр. Люди любят огурцы за их несравненный аромат и вкус. Несомненно, царицей наших садов и огородов является капуста, по-макшански капста. Именно этот овощ известен людям с давних времен. Следующий овощ – лук, по-макшански шуркя. Лук, ребята, очень полезный овощ. Его можно есть как в сыром, так и в вареном виде. Лук содержит очень много полезных и лечебных свойств. В нем много разных витаминов. Ребята, чтобы лучше запомнились названия овощей на макшанском языке, мы сейчас их еще раз с вами повторим. Куйгараш, поможешь нам? Конечно! Друзья, повторяйте за мной. Якстеряпс, свекла, модамарь, картофель, пуркя, морковь, куяр, огурец,
капста, капуста, щуркя, лук. Все правильно. Ребята, какие вы молодцы! Ребята, участок земли, засаженный фруктовыми деревьями, кустами и цветами, принято считать садом. Сад по-макшански – сад или марень-пере. А как одним словом можно назвать яблоко, грушу, сливу? Куйгарыш, помогай ребятам! Правильно, друзья, фрукты на макшанском языке – фруктат. Ребята, давайте познакомимся с плодами кустарников и деревьев, которые растут в саду. Как вы уже успели догадаться, речь пойдет о фруктах. Сочные плоды собственных деревьев – это мечта любого садовника. Так давайте назовем фрукты на макшанском языке. Самым распространенным фруктовым деревом, растущим в саду, является яблоня. Яблоко по-макшански – марь, ценнейший пищевой продукт. Родиной яблони считается Древняя Греция. Полезные свойства яблок знакомы людям с незапамятных времен. Не случайно в народе сложилось множество сказок о молодильных яблочках. Заслуженной популярностью у садоводов нашего края пользуется вишня, по-макшански – атямари. В нашей стране она появилась со времен Юрия Долгорукова. Плод у вишни растет на длинной ножке, сначала имеет зеленый цвет, а затем по мере созревания становится красным, розовым или желтым. Популярная летняя ягода содержит большое количество витаминов, необходимых для нашего организма. Дерево, которое мы встречаем во всех садах с неповторимым сочным вкусом. Из нее готовят тысячи разнообразных блюд, напитков, соусов, а самое главное – вкусное варенье. Ребята, догадались? Это слива, по-макшански – слива. Груша по-макшански – груша. После яблок груши – самые распространенные фрукты. Они очень сладкие, вкусные и полезные. Само дерево появилось еще не менее 3000 лет назад, но как культурное растение ее начали использовать позже. Друзья, а теперь повторяйте за мной. Марь – яблоко, атя-марь – вишня, слива – слива, груша – груша. Молодцы, дорогие ребята! А сейчас для закрепления изученного материала отгадаем загадки. Друзья, будьте внимательны. В каждой загадке спрятана подсказка. Кизанда переняса сянгеря, тяланда парса, салуня. Куйгарыш говорит о таком овоще, который мы заготавливаем на зиму. Конечно же, это огурец. Молодцы, все правильно. Послушайте другую мою загадку. Ащатя сися морса, кие сонькайсевцы, ся аварди. Сидит дед, во 100 шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает. Конечно же, речь идет о луке. Правильно, ребята? Молодцы! И, наконец, последняя моя загадка. Мазы шамац, тока калгада, сусксак ламбама. Куйгарыш загадал нам всем известный фрукт. Красный, румяный и очень сладкий. Ребята, догадались? Конечно, это яблоко. Молодцы, друзья, справились с непростым заданием. Ешьте овощи и фрукты, это лучшие продукты. Вас спасут от всех болезней, их вкусней и полезней. Подружитесь с овощами, и с салатами, и щами. Витаминов в них не счесть, значит, нужно это есть. Итак, ребята, наш урок на этом завершен. Мы очень надеемся, что вам понравился наш урок, и вы будете ждать нашей следующей встречи. Няя мызынг, кельгамы ялгат. До встречи, дорогие друзья! Вася Демызынг, до свидания! Kuma dere bir sınza, doç moçka ma dere bir sınza, vişke kuma dere bir sınza.